Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Жилнин. Я поздравляю с окончанием выборов президенции Российской Федерации и считаю достойным выбором президента Владимира Владимировича Путина. И не только потому, что у нас много перемен в Российской Федерации, но основная и главная заслуга – это социальная направленность государства на нужды и благо жителей России. Одна из таких программ – это переселение из аварийного и ветхого жилья. И в эту программу попали 162 дома столицы Якутии. Об этой работе расскажет заместитель директора Департамента жилищных отношений окружной администрации города Якутска Вадим Николаевич Семенов. Администрация города Якутска поздравить вас. Спасибо. Раз, два. И самое главное ключи. Спасибо. Сейчас идет реализация национального проекта «Жилье и городская среда». На территории города Якутска она у нас реализуется путем региональной программы переселения. Ответственным исполнителем у нас является Министерство строительства, а именно дирекция жилищного строительства. И все муниципальные образования предоставили в свое время список своего аварийного жилфонда. Мы тоже предоставили, и у нас получилось, что в текущую программу переселения, которая реализуется с 2019 года по сентябрь 2025, включены на территории города Якутска 162 дома. Это дома, которые признаны аварийными с 2012 года до 1 января 2017 года. Всего у нас было 57 тысяч квадратных метров, 5900 граждан. Мы сейчас в настоящее время расселили более 52 тысяч квадратных метров, нам осталось совсем чуть-чуть. Город Якутск закрывает эту программу в текущем году, и, казалось бы, мы бы могли начать уже следующую программу по расселению домов, которые признаны после 2017 года, но по условиям федерального законодательства весь субъект, все муниципальные образования должны также завершить свои программы, но по причине того, что оставшиеся муниципальные образования завершают свою программу до победного конца, до сентября 2025 года, и, казалось бы, мы должны были начать следующую. Но для этого необходимо решение о выделении финансирования с федеральных источников. Одна из самых главных заслуг окружной администрации города Якутска в том, что они не остановились, они продолжили эту работу. И тем более, когда возникали трудности, чтобы признать дом аварийным, надо провести определенные работы, провести комиссию и найти денежные средства для того, чтобы провести экспертизу. И окружная администрация нашла средства для того, чтобы все это сделать. Поняв, какое количество может быть включено в ту или иную региональную программу, мы, администрация, руководство окружной администрации города Якутска сделала выводы, и уже начиная с 2019 года силами средств местного бюджета мы начали признавать дома аварийными и оплачивать за граждан технические заключения спецорганизаций. Что это такое? Это документ, на основании которого межведомственная комиссия принимает решение о признании дома аварийным. Большинство граждан порой не могли осилить, либо собраться элементарно на общем собрании жильцов, решить тот или иной вопрос, касающийся всего дома в целом. Мы стали сами проводить эти общие собрания жильцов силами средств управы. Управа нам очень помогли. Собирали людей, объясняли им. Были и такие, кто против того, чтобы признавать дома аварийными, и не соглашались с этим. Но так или иначе, мы в год в среднем по 200 домов уже начали признавать с 2019 года. Очень большой объем работы был проделан по данному пласту работы, направлению. И сейчас, в настоящее время, признано в городе Якутске аварийными в установленном законном порядке 1243 многоквартирных дома.
Мы, к сожалению, являемся лидером по количеству аварийного жилья по стране, но вместе с тем работа наша дала результат. В чем именно? Начиная вот с этих 2019 года, с тех времен, мы объясняли людям, что вот видите, в текущую программу попали дома, признанные вот аварийными, только в установленном законном порядке. Вам надо тоже признавать, для чего был вопрос. Вот. Мы говорили, что будет следующая программа. Когда будет ли она, какой документ, мы не знали. Но благодаря решению главы страны Владимира Владимировича Путину и переселению из аварийного жилья до 2030 года. В сентябре 2023 года мы получили то, чего мы ожидали всю дорогу. Да? То есть решение вот Владимир Владимирович Путин вот озвучил по мастер-плану якутской агломерации, да, города Якутска утвердить и принять решение о необходимости расселения вот, аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 2017 года по состоянию на 1 сентября 2023 года. Уже есть перечень поручений всем ответственным исполнительным органам госвласти, федеральным органам исполнительной власти, да, о том, чтобы создать и вот, утвердить план дорожной карты по расселению вот, аварийного жилья до 2030 года. Согласно этому поручению, нами уже ведется работа, мы уже отработали, направили список в Министерство строительства Республики Саха-Якутия для того, чтобы наш исполнительный орган нашей республики направил этот список, необходимость, да, потребность в тех или иных средствах, вот, объемах, необходимых для расселения, в федеральный орган. Это у нас сейчас является Фонд развития территорий. В настоящее время это более 900 многоквартирных домов. Это у нас 414 тысяч квадратных метров аварийного жилья и более 39 тысяч граждан, проживающих в нем. От коллег с Фонда развития территорий мы уже получили обратную связь, мы уже работаем, есть некие замечания. То есть уже существенные вот, меры, действия конкретные, да, вот они уже сегодня ведутся. Это уже не просто слова на бумаге, это уже конкретные действия в нашей работе сегодня. На сегодня у нас планы в первую очередь сформировать вот, так называемый третий этап, да, вот, в который попадут, вот, как я ранее сказал, уже дома, которые признаны после 2017 года. Мы уже сформировали, ждем утверждения вот этой дорожной карты. Ну и первых подвижек расселения по этой программе. Вот, понимая, что также еще у нас не было до 5 сентября вот, поручения Владимира Владимировича по третьему этапу, мы не бездействовали. Ежегодно орган местного самоуправления выделяет в рамках местного бюджета часть средств, порядка это 120-150 миллионов на расселение вот, аварийного жилья, которое не попало ни в одни программы. В данную нашу муниципальную программу уже переселения, финансируемую только за счет местного бюджета, мы, как правило, включаем дома. Вот. Бюджет у нас маленький, согласимся, да? Но так или иначе нам удается в год расселить по 2-3 дома. И, как правило, попадают дома, которые вот у нас полностью сгорели. Жильцы вынуждены ютиться то ли у родственников, то ли остались на улице. Либо дома с угрозой обрушения, имеющие решение суда. То есть мы не остаемся в стороне, мы не сидим у берега и ждем у моря погоды, да? Мы тоже принимаем меры, да, помаленьку, да, медленно, но мы стараемся тоже приобщиться к реализации нацпроекта и сократить непригодный для проживания аварийный жилищный фонд. Примерно. Ну, порядка 2-3 дома, это у нас порядка 40 семей. Благодаря федеральной программе и региональной программе переселенцы из аварийного жилья имеют право на жилую площадь, но только в рамках законодательства, которое утверждено. У нас, как правило, жилищный фонд делится на 2 вида собственности. Это у нас жилые помещения, находящиеся в частной собственности у граждан. Вот. И реализация их жилищных прав при переселении из аварийного жилищного фонда носит совершенно другой характер, чем расселение муниципальной собственности.
То есть жилые помещения муниципальной собственности, проживают в них наниматели муниципального жилищного фонда, и их реализация идет по жилищному кодексу по статье 89. То есть им положено только жилье, иное благоустроенное жилое помещение, отвечающее всем санитарным нормам и требованиям, и не менее того, что они ранее занимали. Что касаемо собственников частной собственности, то им положено по статье 32 Жилищного кодекса равноценное возмещение. Возмещение они должны составить путем предоставления рыночной стоимости своего жилья и доли общедомового имущества в виде земельного участка под многоквартирным домом. Они могут выбрать, как правило, собственники у нас, либо возмещение путем получения в денежном эквиваленте, согласно отчету рыночной стоимости, либо жилое помещение. Вы посоветовали бы на сегодня вот этим людям, переселенцам любой категории, что они должны все-таки знать? Мы всегда составляем социальный паспорт семьи, каждой семьи. У нас шаблонных действий по расселению нет. Каждая семья – это отдельная история, это отдельная судьба. Столкнулись с тем, что часть граждан перестают проживать в аварийном жилфонде. Дошло до того, что уже с надзорного органа нам помогли недавно выйти на другой надзорный орган прокуратуры Краснодарского края, чтобы найти там человека. Пенсионный фонд привлекаем, управление образования. Вот. Это все может затормозить. Если же граждане наши выезжают за пределы, либо больше не могут по понятным причинам проживать в аварийном доме, в своей квартире, то необходимо как-то уведомить своих соседей, оставить свои контактные данные в управе, да, территориальном органе управления. Либо прийти, в конце концов, к нам, в департамент жилищных отношений. А есть какой-то телефон? 8 412 22 60 48. Это у нас отдел переселения. Только благодаря правительству Российской Федерации, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, переселение из аварийного и ветхого жилья стало возможным. С вами был журналист Олег Желнин. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набирайте Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.